Добрый вечер. Сегодня 2 марта, среда. Это 734-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Руководителя гражданского корпуса «Азов Крым» Станислава Краснова забрала скорая прямо из зала суда. Сегодня Шевченковский районный суд Киева должен определить меру пресечения задержанному в воскресенье Станиславу. Вчера это сделать не удалось, поскольку обвиняемому стало плохо, и его отвезли в больницу при СИЗО. Станислав Краснов с адвокатами появляется в зале суда без милицейского сопровождения. Его отпустили из СИЗО сегодня ночью. Истекли 72 часа, предусмотренные для задержания, а решение о мере пресечения суд вчера таки не принял. Краснова забрала скорая. Ночь он провел у друзей, а днем встретился с журналистами. В воскресенье главу гражданского корпуса «Азов Крым» Станислава Краснова и его девушку задержала СБУ. Его обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов и заподозрили в связях с российской разведкой. Я понял. Ну, короче, выехала вчера утром в 5 утра на Славянск, именно на Славянск, 5 машин, соответственно, сколько там, 25 чем-то так. Они реально, куча у них было стволов, реально, я их сам видел. А кто это? Кто такие? Ну, типа, как бы, просто майдановцы. Ну, не только майдановцы, просто не майдановцы, даже киевляне. Они на Майдане не были особо. То есть они так бывали периодически, когда самые жаркие были моменты. Вот так просто, короче. А откуда у них стволы? Покупали, при нас покупали там. Я видел. По словам самого Краснова, его пытали крымские СБУшники. Длилось это около 8 часов в лесополосе недалеко от места задержания. Он отрицает все обвинения и называет фальшивкой видеоразговора с российским куратором. З приводу якихось там ФСБшних там закидів проти мене, ну я чесно не бачив цих там відео, які там проти якісь нібито записи викладали. Ну це 100% фейк, такий самий, як і під час Майдану, ще за пару тижнів до перемоги Майдану, саме ці СБУшники змонтували так само фейк, і вони його назвали «Сучасні коти України», де я та Олександр Костенко, нібито ми там катували якихось співробітників Беркуту. Хоча такого факту ніколи не було, це був просто монтаж. В зал суда поддержать Станислава пришли бойцы Азова, народный депутат и его девушка Оксана, которую вчера суд отпустил из СИЗО под домашний арест. Надіємося на краще. Не треба сподіватися, що буде гірше. Надіємося. Адвокаты обвиняемого подтвердили свое вчерашнее ходатайство об отводе судьи Валентине Малиновской. По мнению защитников, она нарушила право обвиняемого на медицинское обследование. Стороною захисту було заявлено вимогу щодо невідкладного обстеження Краснова. Але, на жаль, суддя Малиновська порушила загальні засади захисту власне прав нашого підзахисного і відмовила безпідставно, хоча були всі ознаки того, що Краснов перебуває в незадовільному стані здоровья. Пока судья Ирина Макаренко находилась в совещательной комнате для того, чтобы принять решение об отводе, Станиславу Краснову стало плохо. Ему вызвали скорую. Медики настояли на госпитализации. Интервью не даем. Він їде на скору. Зараз лікарі рекомендують з'їздити і обстежитися. Жену позовите. Мы с тобой, Краснов, мы с тобой, Краснов, мы с тобой, Краснов, мы с тобой. Ну, стан, по-перше, гіпертонічний криз, тиск 160 на 100. 160 на 100, тобто тиск тримається, головна боль є, закрита черепно-мозгова травма, значить, симптоматика існує. В этот раз Станислава отвезли в одну из городских больниц. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, «Заман», АТР. И, как стало известно, суд удовлетворил ходатайство защиты подозреваемого в шпионаже Станислава Краснова об отводе судьи по его делу об избрании меры пресечения. Решение об отводе судьи Валентины Малиновской озвучила судья Шевченковского района Киева Ирина Макаренко. Дело об избрании меры пресечения Краснова отправлено на повторное определение судьи.
Обвинение просит посадить Савченко на 23 года. Сегодня в Донецком городском суде Ростовской области продолжилось рассмотрение дела против летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко. Ее обвиняют в убийстве 2 сотрудников российского телевидения, а также в покушении на убийство группы сепаратистов и незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен сепаратисты и принудительно переправили в Россию. Руководствуясь частью 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Савченко Надежде Викторовне наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в соответствии с пунктом Б части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей. За честь Савченко Надежде Викторовне срок отбывания наказания, время ее содержания под стражей с 30 июня 2014 года до даты вынесения приговора. Сегодня в Киеве в Днепровском райсуде состоялось очередное заседание по делу экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша. Прокуратура предоставила видео и фотодоказательства вины Ганыша в госизмене. Заседание суда по делу экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша начинают с просмотра видео допроса подозреваемого. Потом переходит к фотографиям. В зале суда показывают скриншот со страницы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Среди тех, кто баллотируется в городской совет Феодосии, есть и обвиняемый. Це кеш сайті. Тобто зафіксований момент, вже на той момент голосування. Сторона Ганыша просит предоставить оригинал. Це лише електронна копія, без підпису, без печаток. Сам Василий Ганыш подтверждает, в городской совет Феодосии баллотировался. Его об этом якобы попросили крымские татары. Кримські татари. В цьому є відеозвернення навіть кримських двох керівників організації місцевих кримських. Скільки їх людей? Скільки там проживає людей? Скільки людей попросила вас? Вам пофамільно ще можна назвати їх? Не можна сказати скільки. Я не буду говорити, скільки людей, пофамільно не буду говорити людей. Я говорю, це група активістів кримсько-татарських, які члени Меджлісу. Чому я? Є чітке рішення Меджлісу кримсько-татарського народу. Це рішення говорить про те, що ми рішуче бойкотуємо вибори і закликаємо до цього всіх, і не лише кримських татар. Так що, якщо там пан Ганиш говорить, що його якимсь чином попросили якісь кримські татари, якщо це таке майже і було, то це було якесь приватне чиєсь там прохання. По версии украинских следователей, Ганыш был на заседании, когда голосовали за незаконный референдум о статусе Крыма. 11 апреля 2014-го он голосовал за принятие российской конституции Крыма. На суде показывают видео, на котором Ганыш присутствует в зале. Ніхто не рахував тих депутатів і не ідентифікував, в принципі, тих людей, що то є депутати Державної Ради Республіки Крим. Є якась сукупність людей. Приміщення схоже на Верховна Рада АР Крим. І ставиться вину, що Василь Васильович нібито бере там участь. Це перше. Друге. Я звертаю увагу, що це нарізка. Третє. Тут немає титрів, на відміну від тих попередніх, тут вони де в чому схожі. Прокуратура настаивает на правдивости доказательств и готова предоставить свидетелей. Має також клопотання про виклик для допиту в якості свідків понятих, які брали участь у якості понятих при складанні протоколів оглядів інтернет-видань 29 травня, 12 червня та 15 червня, а саме це Третьяніченко Антон Вадимович та Борисенко Людмила. Следующее заседание назначили на 29 марта. Эльвина Сидбулаева, Асан Иминов, Заман, АТР.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал о визите делегации из аннексированной Ялты. Согласно информации на сайте мэра, посол России во Франции Александр Орлов и крымские чиновники находились в Ницце с 26 февраля по 1 марта. Между ними были подписаны соглашения о сотрудничестве. Сообщения указывают на то, что Крымскую Ялту они считают частью России. Посольство Украины во Франции отправило ноту протеста в Министерство иностранных дел этой страны в связи с визитом в Ниццу подконтрольного России главы городадминистрации Ялты Андрея Ростенко. В Артените задержали поджигателей. По неподтвержденной информации, полиция задержала жителя Западной Украины и крымского татарина за умышленный поджог 20 авто. Однако сегодня утром стало известно о еще одном инциденте. В Массандре сгорел Рено Трафик. 28 февраля в районе Большой Ялты ночью сгорело 12 автомобилей, а 1 марта еще 8. По информации полиции, все автомобили подожгли с помощью взрывных пакетов. В Крыму готовят пикет против карантина из-за чумы свиней. Он состоится 7 марта в Симферополе. Организаторы заявили об участии 1500 человек, однако пока собрали чуть более 700 подписей. Инициативу поддержал Республиканский антикоррупционный комитет подконтрольной России. В Симферополе не позволили провести митинг ко дню рождения Тараса Шевченко. Представитель Украинского культурного центра Алена Попова рассказала, им запретили мероприятие 9 марта из-за режима чрезвычайной ситуации на полуострове. Однако Попова говорит, что мероприятия, организованные и запланированные российской администрацией, проводят, несмотря на режим чрезвычайной ситуации. В прошлом году активистам не позволили провести митинг в парке Шевченко, а когда люди пришли возложить цветы к памятнику Кобзарю, их задержала полиция. Позже им присудили исправительные работы или штрафы. В Бахчисарае провели конкурс патриотических произведений. Для членов жюри и зрителей школьники прочитали свои произведения о родине, о Крыме. Все участники и учителя награждены дипломами и подарками. Ценные призы от имени лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева победителям вручила его жена Сафинар Джемилева. Из 15 школ, приглашенных на конкурс, участвовать согласились только 4. Всем руководителям школ местная власть рекомендовала не принимать участие в конкурсах Меджлиса. В японском парламенте обсудили аннексию Крыма. Чрезвычайный полномочный посол Украины в Японии Игорь Харченко встретился с депутатами Палаты представителей парламента Японии и членами Комитета по вопросам международной политики и безопасности правящей партии. Говорили об агрессии России в Украине. Отдельно отметили нарушение российской стороной минских договоренностей, невыполнение ею ряда положений, касающихся безопасности. Японские дипломаты поддержали суверенитет Украины и выразили свою поддержку в противостоянии России. В Киеве показали крымские истории. Это работа молодого крымско-татарского режиссера Наримана Алиева, состоящая из 3 короткометражек «Вернуться с рассветом», «Тебя люблю» и «Без тебя». Ленты сняты на родине режиссера в Крыму. Актеры – его родственники и близкие друзья, крымские татары. Фильм «Без тебя» снимали этим летом в условиях оккупации. Мировая премьера киноленты состоялась в феврале на 66-м Берлинском международном кинофестивале. Вчера украинский зритель впервые увидел «Сенсус. Без тебя». То есть каждый из них рассказывает о историях крымско-татарской семьи, поднимает различные проблемы. То есть это все больше взято какого-то из жизни, личного опыта, то есть то, о чем хотелось рассказать, да. Это кино семейное, это кино семейное. Я его делал со своими родственниками, близкими. Мне очень сильно помогали. Много из них были актерами в фільмах. Під враженням від цих 3 фільмів. І це насправді дуже сильні короткометражки, які, по-перше, передають Крим, мій Крим та дух мого Криму. А по-друге, вони передають і чіпляють, знаєте, цінності, ці базові цінності в любові, в дружбе. Вообще все эти 3 короткометражки, они же о любви. Первый фильм о любви отца и сына, второй о любви мужчины и женщины, третий о любви братьев.
третья вообще, она глубоко личная. Так что получилось, что я учился в одной группе в университете вместе с Арфаном Селимовым, братом Римана, и я понимаю, сколь много он закладывал вот в эту третью ленту. И вы знаете, мне кажется, что если это считать дебютом, то это, безусловно, дебют удачный. Гордость, когда вот эти фильмы были, еще я была на выпускном, 4-й курс, 5-й курс, мне его руководители говорили: ваш сын не должен размениться, он гений. Пусть на телевидении не разменится, туда не разменится. Я говорю, жить-то как надо. Они говорят, нет, у него большое будущее. И вот вроде, Аллах берсин, чтобы сон хайрфусным. Будем надеяться, чувства переполняются. На этом пока все. После «Заман» смотрите «Крымский вопрос». В гостях у Айдера Муждабаева доктор филологических наук, профессор и общественный деятель Владимир Казарин. Оставайтесь с нами. Всего доброго.